В Коми прошел первый медиафорум «Цифровая республика». Организатором выступил филиал Ростелекома при поддержке правительства и Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций республики. Участниками стали представители региональных и районных средств массовой информации. Вместе они обсудили вопросы цифрового развития региона. Все меняется, все трансформируется, меняются подходы к СМИ, меняются подходы к подаче информации. У нас в Республике Коми, для примера, социальная сеть ВКонтакте примерно 600 тысяч уникальных пользователей сегодня насчитывает именно с территории Республики Коми. И ежедневно в более 5 минут проводят порядка 120 тысяч человек. Поэтому век цифровизации, век изменения информации, причем эти цифры, самое удивительное, они растут после того, как часть мессенджеров, которая для нас и не была характерна, тем не менее ушла с территории Российской Федерации. Поэтому информационные технологии начинают играть очень большую, очень значимую роль. А потому сегодня важно делать все, чтобы информация и государственные услуги были доступны гражданам. Исполняющий обязанности министра цифрового развития и массовых коммуникаций Коми Виталий Осипов отметил, что задачи по цифровой трансформации обозначены в майских указах президента. Мы должны за 10 лет, поручение было выдано еще в 2020 году, провести полную цифровую трансформацию страны. Что это означает? Это означает полную реализацию государственной национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». В данной ситуации мы ставим себе следующие цели. 97% семей должны иметь возможность пользоваться быстрым и дешевым интернетом. Скоростной мобильный интернет должен быть доступен на территории всех населенных пунктов Российской Федерации, в том числе вдоль автомобильных и железных дорог. Также в электронном виде должны быть доступны 95% государственных услуг. Для Коми задача особо важная, ведь в нашем регионе есть отдаленные села и деревни, куда еще предстоит провести интернет и сотовую связь.